Друзья, признайтесь, что когда вы были маленькими, у многих из нас была такая мечта, чтобы летом работать администратором аттракционов парков, постоянно возле каруселей находиться, включать их, запускать много сахарной ваты, попкорна и прочих радостей жизни. Но согласитесь, гораздо круче работать инструктором веревочного парка. Всем привет, меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». В рамках этой программы сегодня мы пройдем обучение инструкторов веревочного парка. Мы вам все покажем, расскажем, объясним, что входит в обязанности инструктора, ну и, конечно же, с чем приходится сталкиваться каждый день на этой работе. Все за мной! Так должно выглядеть снаряжение на человеке. Зафиксировано высоко, все затянуто, ничего не болтается. Здесь проходит ладонь, здесь может быть палец. Поэтому, да, людям тоже должно быть некомфортно, но и неудобно. Потому что первый раз. Карабины, видите, люди, карабины болтаются, и это тоже. Они спускаются с лестницы, карабин где-то там застрял, потом на него упал. Все, следим за снаряжением, все будет. Первая из обязанностей инструктора – это, конечно же, надевать снаряжение на человека, который пришел провести хорошо, прекрасное время. Ведь безопасность превыше всего. Смотрите внимательно. Сейчас такой сезон, то что все в куртках, куртка короткая. Со временем, когда человек руку поднимает, соответственно, куртка поднимается, и снаряжение падает. Тоже за этим внимательно следить. Мне, допустим, так удобно. Карабины перевешивают и затягивают. Все, правильно. Тут можно тоже так же поднять. Карабин тоже фиксируем, ролики фиксируем и ноги, допустим, затягиваем. Спиной ко мне и вот эту вот фиксируем. А можно, да, сразу уточняющий вопрос спросить? Когда человек находится в подвесной системе и закреплен за карабин, он, получается, должен вот здесь удобно размещаться, да? Как в кресле? Да, вы, получается, сидите, также сейчас будет инструктаж, где вы сами все опробуете. Хорошо. Все. Давайте. Можно еще подтянуть? Испытано на себе. Сейчас, друзья, мы будем надевать подвесную систему, или, как правильно она называется, обвязка. Тут сразу же висит инструкция, как это все нужно делать, все по пунктам, все обязательно нужно это учитывать, потому что это и есть ваша безопасность. Вот сейчас я попробую это. Через большую петлю, маленькую Вот петлю это. прицелываем. Ой! Так, с кармана лучше телефон брать, если понадобится. Можно убрать. Карабин, ролик, одну петлю и карабины вторую петлю. Спиной ко мне. Вполне себе стильно. Все. Я обратила внимание, что здесь есть отметки по росту. Да, всё Какие верно. есть недопущения как раз-таки на трассу по росту? Ну, допуск к трассам от 110 сантиметров дети. Ниже немножко не дотягиваются, они уже не допускаются к трассам. Это с Минимальный инструктором, рост. с родителем или может даже самостоятельно проходить? Это
это с родителем. Мгм. Все? Да. Все, пройдемте. Пойдем. Сейчас сразу расскажу. Вот тут группа людей стоит, они везде где-то ходят, смотрят карту, смотрят на башню. У нас есть громкоговоритель, когда мы, допустим, объявляем, чтобы проходим на инструктаж. Инструктор уже здесь стоит, машет, что это он в синей форме и зовет всю толпу к себе на инструктаж. Мгм. Ребята, у нас вот две тренировочные трассы. Справа, слева. Они одинаковые абсолютно, просто их две. Идите, вставайте напротив меня. Мгм. Сейчас я вам проведу просто инструктаж, как мы проводим для посетителей. Потом вы также пройдете, я посмотрю, ну и вот эту информацию, все, которую я говорю, как и что, это надо будет тоже выучить, будет на сдаче экзамена. Всем привет, меня зовут Маша, я буду вашим сегодняшним инструктором. Инструктаж будет проводиться в двух этапах. Сначала я пройду, все расскажу, затем проходите вы, и я наблюдаю за вами. На вас надели снаряжение, это называется обвязка, на которой один ролик и два карабина. Как пользоваться карабином? Колечко вниз и нажимаем вовнутрь. Все очень просто, как пистолетик. Достаньте, пожалуйста, свои карабины, попробуйте. А, это просто. Ай! Я палец прищемила. Да. Все, у всех получилось. Да. Карабин обратно в петельку, чтобы они нам не мешали. На ролике точно такая же система. Сейчас пробовать не надо. Самое главное, золотое правило веревочного парка – это всегда как минимум один карабин у нас должен быть зафиксирован. Карабины закрепляются противоположно друг другу. Колечко на вас, колечко от нас, ну, от меня. Крест-накрест. Такими красными метками обозначены все страховочные системы на трассе. Это ваши подсказки. Зафиксировались двумя карабинами и поднимаемся. Сейчас мы находимся на платформе. На таких платформах максимум может стоять 3 человека. Если идет 4-й человек к нам, вежливо просим подождать. Проходите сюда, поближе, чтобы было видно. Перестегиваем по одному карабину. Золотое правило. Сначала один, следом второй. Перед нами первый этап трассы. А если возникают вопросы, как и что здесь делать, на каждом столбе либо на дереве есть такая табличка. Смотрим на человечка и делаем, как он. Также здесь внизу нарисовано максимальное количество человек, которые могут проходить на данном этапе. Написано 2, но мы рекомендуем по одному. Будете друг другу мешать. Закрепили карабины противоположно друг другу, не забываем. И проходим этап, как на картинке. Проходите со мной до следующей платформы. Перестегиваем карабины по одному. Золотое правило не забываем. Перед нами этап зиплайн. Здесь у нас работает серебряное правило веревочного парка. Один человек на зиплайне. Мы подошли к нему, должны убедиться, что он свободен. Спрашиваем обязательно: «Свободно?» Если мы видим, что там человек стоит и он молчит, можно еще раз спросить. Услышали команду «Свободно», после этого здесь нам уже понадобится наш ролик. Пристегиваем ролик к тросу, без разницы с какой стороны, как вам удобно. И перестегиваем наши карабины. Один карабин с правой стороны и второй карабин с
с левой стороны. Также противоположно друг другу. На ролике есть вот такие ушки. Берем карабины и кладем сверху. Все, ролик у нас готов. Готовимся мы. Садимся на свое снаряжение, чувствуем свой вес. Одна рука у нас находится на веревках, вторая рука на самом ролике. Мы не прыгаем, не отталкиваемся от платформы, просто поднимаем ноги и направляемся прямо. Когда приближаемся к мату, две ноги в полусогнутом положении и ловим желтую ручку. Допустим, если видим людей, девушки с распущенными волосами и тому прочее, здесь также на этапе увидели таких людей, просим собрать волосы. Понимаете, да, что может быть? Ни в коем случае не трогаем трос руками. Травма также. Проходим к мату, пожалуйста. Одна рука на веревках, вторая на ролике. Отпускаем ноги и направляемся прямо. Две ноги в полусогнутом положении схватили желтую ручку. Бывают такие моменты, когда мы приезжаем и либо не успели схватить ручку, либо просто ветер в нашу сторону и не долетели. Допустим, не успели, не хватаемся за трос, ждем полной остановки ролика. Допустим, вот здесь я остановилась. После полной остановки разворачиваем себя и подтягиваем двумя руками аккуратно. Подтянулись, схватились за ручку, развернулись. Для ноги есть вот такая петелька и встаем на платформу. Также бывают такие моменты, когда мы приезжаем, но нас развернуло, человек отпустил руку. Но это на инструктаже мы не говорим, сейчас все расскажу. Допустим, мы приезжаем и нас разворачивает боком. Группировка и в мат. Руку, ногу не выпячиваем. Все, поднимаемся на платформу. Так, что я сейчас делаю? Отстегивать. Подойдите сюда. Можно мне крикнуть свободно? Нет, сейчас нет. Нельзя, потому что зиплайн не свободен, да. Перестегиваем карабины на страховку. Снимаем ролик. Ролик нам больше не понадобится. Обратно его убираем в петельку. Теперь можно крикнуть свободно? В принципе, да. Да, могу крикнуть свободно, потому что там человек стоит и ждет вашего сигнала. Свободно! Все, проходим сюда. Перестегиваем карабины. Красные метки, не забываем, это наши подсказки. Подошли к концу трассы. Здесь у нас вот такая страховочная система. Она работает как ремень безопасности в автомобиле. При резком рывке она блокируется. Чтобы разблокировать, немножко назад тянем аккуратненько, плавными движениями, и все понятно. Мы спускаемся вниз. Обязательно перестегиваем карабины вот в такие страховочные элементы ушки. Сначала карабин в верхнее ушко и второй карабин в нижнее ушко. Держимся за лестницу и спускаемся. Не надо трогать веревку. Все, спускаемся. Когда мы двумя ногами на земле, можно снимать два карабина. Такие лестницы не только в конце трассы, но также еще посередине трасс. Они называются спасательскими. По ним можно спуститься, но подниматься ни в коем случае нельзя. Таблички очень внимательно читаем. Если что-то случилось, вы застряли на трассе, такой лестницы нет и хотите спуститься, громко и четко кричим прям по пару раз «Спасатель!» и вас оттуда снимут. Также есть вот такой элемент страховки у нас на трассах. Тоже все в принципе понятно. Один карабин в одно ушко, второй карабин во второе ушко. Держимся за перекладину, либо по бокам. И этот элемент страховки надо будет к себе подтянуть вот на такой веревочке. Подтягиваем и потом фиксируем карабины в страховочные элементы. В парке у нас 6 трасс. Желтая, детская, которая находится вот тут. И 5 основных трасс начинаются с башни. 2 зеленых со второго этажа, синяя, красная и черная трасса. Там также есть инструктор, если возникнут вопросы, вы можете обратиться к нему. Повторите, пожалуйста, золотое правило.
Два карабина. Серебряная. Серебряная крикнуть свободно. После этого начинать движение. Один человек должен быть на зиплайне. Но про свободно тоже не забывайте. Как меня зовут? Мария. Здорово. Проходим начало и проходим трассу. Что это было? Ты слышал его? Ну что, друзья, в принципе, выглядит так, мне как кажется, будто мне бы такое все это ощущение, просто, что я но у что-то меня забыла из-за ощущение, этих что я камер. уже все забыла. Ну, сейчас попробуем на Вроде все, да, практике. сказала? Насколько я Ладно. хороший ученик. Все? Супер. Та-та-там. Да, можете начинать. Для начала крепятся два кольца. Вот так. Все верно, да. Если совершите ошибку, я вам сразу исправлю ее. Мгм. Тоже начинайте, ребята. После того, как я подошла, по одному я их перестегиваю. Сначала один, затем второй. Мгм. Сколько человек на платформе могут стоять? На платформе должно стоять 3 человека. Четвертого можно отсюда выпнуть. Вежливо попросить. Вежливо попросить не мешаться. Перед тем, как прицепить ролик, что надо спросить? Свободно! Свободно. Также накрыш, да, это делаю? Делаю это вот так. Один у меня здесь, другой тут. А куда его? Красные метки, наши подсказки. Вот это? Или сюда? На любую красную. Я сюда хочу. Свободно. Ну все, пройдено. По-моему, нормально. Конечно, ощущаются такие какие-то моменты подтупливания, но я думаю, начало хорошее. Двигаемся далее. О, холодно. Я все. Нет. Ну вот, ты бы уже сейчас нарушил правило золотое. Допустим, если они нарушают золотое правило, постоянно вот эти карабины, левой рукой ты карабины не трогаешь, только правой. Ну, соответственно, у него одна правая рука, и он сначала один карабин, потом второй. Ну, вообще самый главный нюанс, это что человек, ну, на инструктаже у него не получается, допустим. Бывает, когда у нас зеленые трассы начинаются рост от 120.
Бывает, ребенок, у него позволяет ему рост пойти на зеленые трассы, но на инструктаже мы понимаем, что у него не получится элементарно. Мы можем его отправить только на желтую трассу. И на желтой трассе, когда дети лазают, тоже не самостоятельно, присутствуют родители обязательно. Ребенок не может присутствовать один на трассе, лазать. Ну и нюансы те, что долго объяснять, это также тормозит, потому что вот вы здесь все взрослые, вы быстренько пройдете, а посмотришь, да, Шей? За ним. А дети, допустим, они тормозят. Мы обычно, когда провели инструктаж и группу ведем, сначала говорим, что проходят сначала все взрослые, потому что вы, допустим, мама с ребенком и решили пойти первые, а все взрослые стоят и ждут. Они же быстрее пройдут, а потом уже с ребенком начинаем работать, и ему больше времени уделяется. А как показала практика, кто более такой бесстрашные, дети или взрослые? Кажется, дети. Скорее Они всего... связаны, некоторые... смотря какая ситуация. Бывает, конечно, ребенок просто поднялся, вот здесь он активный, он бесстрашный, только поднялся на башню, все, у него стоп, он не пойдет. Есть и такое. Есть, конечно, когда и дети быстро-быстро бегают, быстрее родителей, и они убегают, поэтому мы тоже просим, чтобы, допустим, родитель шел первым, чтобы ребенок не убежал от него подальше по трассе. Тоже вот такие нюансы бывают. Но это все сейчас начало сезона начнется, не такой ажиотаж будет, как в конце, допустим, мая, когда будет очень много детей. И за это время вы также уже будут дети, будете работать с ними, все с навыком придет. Начинаем практику, это будет инструктаж. Друзья, мы с вами находимся на тренировочной трассе. Первое золотое правило – это красные метки. Именно эти красные метки, они нам напоминают, куда нам крепить карабины. Карабины у нас крепятся очень легко. Колечко вниз и отогнули. Закрепляется сначала один, потом второй. Делают они это все крест-накрест. На тренировочной трассе допустимое количество человек – 3. В случае, если вы видите, что 4-й человек пытается подняться, просим его остаться на земле до тех пор, пока эти 3 человека трассу не пройдут. Как будет удобнее, если я буду сразу исправлять, либо скажу ошибки в конце? В конце. Окей. Перестегиваем карабины, также крест-накрест по одному. На каждой платформе есть табличка, которая указывает и напоминает, как эту трассу проходить. Допустимое количество человек здесь 2, но лучше, конечно, 1, потому что под тяжестью собственного веса оно раскачивается и усложняет работу. На этой трассе нам нужен крючок. Это крючок. Сначала монтируется он. У меня тут все запуталось. После этого также накрест крепятся карабины. Один, второй. Здесь специальные скобы для крепления. После этого усаживаемся в подвесной системе, не отталкиваемся. Одна рука сверху, другая рука держит снизу. Сейчас дождемся, потом вы будете рассказывать также. После этого крючок нам не понадобится, мы его крепим на место.
После этого крепится сюда. И все, здесь мы спускаемся. А, я свободна, не крикнула! И не спросили. Да. Окей. До первого раза. О, очень хорошо. Ну, как вы можете понять, с первого раза провал. Все, Все, ваш инструктор завершен. мой инструктаж завершен. Ну, Провален. Понятно, да? Вообще изначально для первого раза нормально. Вы же впервые вообще слушали Да. инструктаж? Я да? тут вообще даже ни разу не была еще. Ну, здорово. Вы хорошим инструктором будете. В общем, вначале мы рассказываем, что на нас снаряжение, это называется обвязка. Все Мгм. называем своими именами. Ребята, идите сюда. Все называем своими именами. Для чего это делается? Для того, что, допустим, я говорю, это ролик, а Шай говорит, это крючок. Они такие, ну, крючок там. И мы такие, что за крючок? Ну, вот все инструктора, все знают, что это называется, и мы также учим вас, Мгм. чтобы вы понимали. Это обвязка, на ней ролик и 2 карабина. Сначала показали, как пользоваться ими и тому прочее. Мгм. Все удобно. Все попробовали, поучились. У всех получилось. Если не получается, помогаем. И уже начинается сам инструктаж. Ну, золотое правило первым делом, потом уже про красные метки, потому что это просто, в принципе, подсказки. Ну, это так придумали, потому что возникают вопросы, куда дальше карабин. Ну и перед каждым вашим движением, даже если вы постоянно эти карабины перестегиваете, лучше всегда говорить. Перестегиваем по одному, так как, ну, золотое правило. Вы не молчите, грубо говоря. Мгм. Не забывайте про посетителей, потому что мы бы так и остались там в начале. Мгм. Говорим им, проходим вперед, за мной, либо смотрим на толпу, чтобы она не убегала слишком вперед, а вот слушала и видим зрительный контакт, ну, Мгм. что они вас понимают. Ну и да, серебряное правило, не рассказали про серебряное правило, это тоже очень, ну, главное правило наше. Мгм. Не спросили свободно, в конце вспомнили про свободно. Но самое Ага. главное рассказать в начале. Да, так, не рассказали, как действовать, ну, в плане ноги, как должны Мгм. быть, что руку не кладем на трос, ну, вот эти вот моменты, чтобы человек не получил травму. И также надо показывать, допустим, когда человека разворачивает, что надо группироваться, ну, все случаи. И в конце у нас вот еще, не забывайте про эту страховочную систему, ее тоже рассказываем. Мгм. Все рассказали про страховку, про спасателя обязательно, про лестницы рассказываем, что они называются спасательскими, что по ним нельзя подниматься, только спускаться. Мгм. Ну и потом уже в итоге, что сколько у нас трасс, откуда они начинаются и как дальше им что делать. Потом вы завершаете инструктаж, отправляете всех в начало, они проходят, ну и вы уже наблюдаете за ними. Мгм. Все, кто Всё. следующий? Хорошо. Так, хорошо. Испытано на себе. Очень ветрено. Мне бы тут не улететь с этой башни. Крепим. Крест-накрест. По очереди. Мгм. Так, если это так, значит этот вот так. Открываем калитку. Ой, божечки, как страшно. Перестегиваемся. По очереди. Блин, на что я согласилась? Крючок. Отстегнись, пожалуйста. Так, крючок. Запутался. Так. Теперь по очереди карабины.
Один, второй. Монтируем их в ушки. Сажусь, да? Да? Одной рукой мы держим всегда ролик, второй рукой мы держим все 3 шнурка. Ой, боже. Ну здесь что? Вы собираетесь отправиться сейчас? А? Собираетесь отправиться? Вперед? Да. Свободно! Видимо, да. Ну ладно, все, погнали. Прикол. Видите, да? Ну, А, ой. получается, сейчас То есть я это делаю вот, вот отлично, изнутри, раз, и второй туда же, в разные стороны. так. Боже, это же моя мечта была по канату пройти. Как она мотыляется. находится. Боже! Все, не дергайся! Кстати, а если надавливать ногу вниз, она не дергается. Ну да, тут тоже есть везде техника своя. Главное, на перчатки другие нужно было дать. Я правильно же, да, иду? Все правильно? Кстати, по канату было идти гораздо комфортнее. Тут как-то оно все сузилось, и как-то прижимает меня некомфортно. А есть какие-то показания по здоровью, кому вот прям обязательно нужно проходить такие трассы, там, я не знаю, может у кого-то там такие тренировки вестибулярного аппарата? Вестибулярного аппарата. Ну, тут, скорее всего, таких нет этапов, которые бы связаны были с вестибулярным аппаратом. Мгм. Но вообще, на самом деле, рекомендуем, конечно, любому. Спорт это всегда, ну, полезно. У нас здесь и в возрасте приходят тоже. У нас 80-летние приходили сюда, лазили. Вот где вы сейчас проходите, они именно только эту трассу проходят. Все, дальше не идут уже, естественно. А правда, что чем старше человек, тем больше у него чувство, ну я не знаю, самосохранения, инстинкта вот Ну, этого? конечно. Что молодые, они более такие безбашенные. Да, это так и есть. Я боюсь просто отвечать слишком длинно, могу в философии немного удариться. А так, конечно, так и есть. Ну и старше они немножко все делают как-то более расточенно, что ли, обдуманно. Молодые они все же идут просто вперед, ни о чем не думают. Больше с риском связывают себя, чем с обдуманными поступками. Ну, пока все легко, да? Просто пока. Ну, пока я думаю, да. То есть, во-первых, ты видишь землю, ты понимаешь, что это не сильно высоко. И как-то все равно есть вот возможность держать баланс. Ну, с балансом у вас все в порядке. Пока.
Так, и теперь у меня осталась эта, да, трасса? Это да, этот последний этап у вас перед лестницей спасательной. То есть на каждой трассе всегда есть одна спасательная лестница. Угу. Если решитесь дальше идти, то придется до конца уже. Ну, либо кричать «спасатель», либо «помогите». Если пропустите спасательную лестницу, вас ждет еще 2 зиплайна. В О, конце Господи. интересный этап будет. А там высоко? Ну, там чуть будет повыше, да. Но опять же, эта высота, она быстро потом, как говорится, снизится. А вот в этой сетке сколько допустимое количество человек? Также лучше одному? На любом этапе, да, на любом этапе по 2 человек. Но мы всегда рекомендуем по одному, чтобы не мешало друг другу. А так, конечно, можно по 2. Мне кажется, в летний день тут хорошо в этой сетке лечь и полежать. Мы так и делаем летом. После рабочего дня. Переходите на эту сторону чуть-чуть, через трос. Да, конечно. Перешагните и видите петли красные? Да, конечно. Так, подтяните к себе верхнюю петлю, перестегивайтесь в нее в первую очередь. По одному карабину каждый. Все, держимся только за лестницу. Ну что, друзья, как вы видели, я прошла первую зеленую трассу. Это, может быть, казалось просто, но на самом деле есть тут все-таки доля какого-то страха, инстинкта самосохранения. В общем, друзья, всем рекомендую, кто хочет испытать или какие-то новые острые ощущения в своей жизни попробовать. Ну, а что касается инструкторов, самое главное, это, конечно же, самое сложное, наверное, это работать независимо от возраста человека, а с человеком, которому страшно. То есть боятся и взрослые, боятся и дети. Самое главное, конечно же, все объяснять, сохранять собственное самообладание, ну и, конечно же, улыбаться. Испытано на себе.